Произведение под названием «Расскажи мне о чудесах» вошло в 100 лучших среди 366 работ, представленных на конкурсе по 10 темам. Работа Софии Рожковской была представлена в номинации «Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты». Главными героями моего сочинения стал психически нездоровый человек по имени Денис Вуд. Происходит у них с его лечащим врачом, психиатром, доктором Бейнсом следующий разговор, который затрагивает как и самочувствие, чувство, переживания самого Дениса, доходя до решения, даже не решения, я извиняюсь, до самой проблемы, что нынешнее поколение не способно верить в чудеса и практически не имеет понятия о добре и доброте. София не только хорошо владеет пером, ее способности многогранны. Наверное, поэтому и учеба дается легко. Есть еще одно творческое увлечение. Она обожает рисовать. Софья мой старый друг, мы знакомы с ней достаточно давно, около 2 лет, наверное. И за это время я успел многое о ней узнать, и то, что она достаточно творческий человек. У нее очень много разных работ, она что-то пишет, что-то рисует. Я много чего видел, и у нее очень хорошие работы. Человек она творческий, это точно знаю, рисует, пишет, начитанный человек. И это вроде было понятно, что она победит на этом конкурсе. Я читала это сочинение, и оно очень мне понравилось. Это все грамотно, все красиво, и все преподнесено красиво. В самом лучшем виде. Сначала она училась писать, потом уже слова сами собой начали складываться в стихотворения, а уже после и в рассказы. Пишет девушка, сколько себя помнит. Большие и маленькие, различных стилей и жанров. Формат произведения зависит от вдохновения. Я больше люблю писать как в стиле рассказа. То есть даже когда просто на уроках нам задают сочинения, мне очень сложно просто комментировать все, а потом оглашать свое мнение в общем. Я люблю расписывать детали и какое-нибудь событие или что-то в таком роде олицетворять чем-то материальным. Творческие конкурсы для нее совершенно новый формат. Отправлять свои произведения куда-то даже не думала. Главными читателями, а по совместительству и судьями, для нее всегда были родители, друзья, а еще педагог по русскому языку и литературе Марьям Хачубарова. Во многом благодаря ей ее работа оказалась и на конкурсе. Я ее отобрала для участия в этом конкурсе именно потому, что у нее есть способности к творчеству. Она проявила инициативу, желание, написала замечательную работу, в которой отражается очень глубокая мысль. Предложила ей поучаствовать в этой работе. Она с радостью согласилась, поучаствовала, принесла мне работу. Я проанализировала и поняла, что работа вполне соответствует требованиям и может занять достойное место среди победителей. Конкурс сочинений всероссийского масштаба проводится для учеников 4-11 классов, а также студентов колледжей и техникумов по нескольким тематическим направлениям с 2015 года. За 5 лет его существования в нем успели поучаствовать почти 4 миллиона человек. Олимпиада проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. Награду вручали в Общественной палате Российской Федерации. Было очень красиво, очень торжественно. Каждую номинацию представлял тот или иной педагог, будь то он или декан какого-то факультета, одного из лучших вузов нашей России, или же спонсоры также участвовали в этом мероприятии. То есть профессора, доктора наук, каждый, который представлял свой город, свою республику. Очень волновались дети, и я болела за нашу девочку, старалась ее поддержать, потому что она одна единственная была от Ингушетии. Софья держалась достойно. Сейчас София Рожковская учится в 10 классе. Литературное творчество для нее не больше, чем хобби. Девушка еще не определилась, связывать свое будущее с этим направлением или найти себя на другом поприще, например, в лингвистике. Но время подумать еще есть. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.